Люблю спорт, участвую на различных соревнованиях, занимал призовые места. От жизни хочу, наверное, стать достойным человеком, который чего-либо добьется. Школа дала мне много, дала уйму знаний, и за это я хотел бы сказать ей спасибо. Сказать спасибо всем учителям за то, что всегда помогали и поддерживали меня. И пожелать им всего самого наилучшего. И чтобы мои одноклассники тоже чего-либо добились в своей жизни и стали хорошими, достойными людьми. Поступать планирую, наверное, в Москву или в Санкт-Петербург, в центр России, на юридический или финансовый факультет. Но пока что не определился. Себя в будущем я вижу живым человеком. Вот. Надеюсь, что что-нибудь закончу и что-нибудь получу взамен. Вот. Заведу семью, скорее всего, а может и не заведу. Может, мир посмотрю, может, не посмотрю. Вот. Ну, явно не буду наблюдать за чем-нибудь большим. Вот. Через 10 лет я представляю себя почти 30-летним человеком. 28-29. Вот. Ну, что мне рассказать? За школу было довольно много веселого, довольно много грустного, чего стоил 7 класс. Вот. 8, как я покупал водку с ребятами. Вот. И нас потом поймали, было неприятно. Я рассказал маме, мама такая: вот ты дурак. Таких ситуаций было множество, и этого никогда не повторится. Даже в университете водку уже можно будет покупать по паспорту. Вот, и никто тебя за это не поругает. Школа дала много веселых вещей. Уроки, занятия. Кто-то там играл в компьютер, кто-то еще что-то делал, а я спал. Спал везде. В общем, заканчивать школу штука нужная, но довольно грустная, потому что учитель географии, с которым я всегда ассоциировался, даже она мне теперь почти родной человек. Вот, ну, в принципе, все. Хотел бы пожелать одноклассникам своим, чтобы, тоже жили. Вот, пусть живые будут, с кем я там на встрече выпускников, хотя на них ездить, наверное, не буду, но, может быть, и буду. Вот, пожелать ребятам, чтобы у них всю жизнь хорошо сложилась, там, семью, кажется, я нашел, вот, кто-то работу нашел, чтобы его не уволили за лишний базар, вот, чтобы кто-то поженился, кто-то в органы устроился, еще что-нибудь. А классному руководителю я хочу пожелать долгих лет жизни, чтобы она не старела, оставалась вечно молодой и всегда была рядом с нами. В ближайшем будущем мне бы хотелось увидеть, чтобы у меня появилась вторая, но только своя уже семья. Хочу поступить на психолога, потому что эта профессия более для меня подходит, потому что я люблю разбираться в людях. Стараюсь этому еще учусь, но стараюсь разбираться. Всем остальным бы хотел пожелать, чтобы они нормально сдали ЕГЭ, поступили куда хотели. И, то же самое, что и говорили остальные. Хотелось бы, чтобы наш классный руководитель оставался всегда таким же, такой же бодрый, как и всегда. Также мы всегда думали, что когда мы перейдем в ее руки, что она нас просто расстреляет, как выразился Кузьминых. Но и правда, этот классный руководитель оказался очень хорошим. Мы всегда верили, всегда думаем, что она нас всегда поддерживает. Даже когда нам тяжело, она все равно находит нужные слова, чтобы поддержать нас. И всегда опекает своей заботой. В школе могу пожелать только того, чтобы она оставалась всегда такой же приличной. Не выходила из своей колеи. Через 10 лет, уже работающим, который уже человеком, который вышел в общество, имея свою работу. А так такового не могу сказать. Я собираюсь поступить в СВФУ ФТИ. Почему радиофизики? Потому что я хочу связать свою жизнь именно с чем-нибудь компьютерным, миниатюрным, возможно, нано. Я бы хотел заниматься чем-нибудь, что связано с космосом, потому что моя мечта быть
космонавтом, как бы это детское не звучало. Это моя мечта. Я хочу смотреть на планеты, смотреть космосы разные, возможно, газовые гиганты. Ну, не в этом дело. Ну, что именно я бы хотел пожелать школе? В школе я бы хотел пожелать, чтобы она разрасталась, чтобы она стала больше, шире, чтобы добавились новые стадионы, ну, залы. Потому что наша школа серьезно слишком маленькая для стольких людей, для стольких учеников. Ну и, конечно же, пожелать учителям удачи, потому что все, кроме удачи, можно получить своими трудами. А вот удача, мне кажется, она просто приходит. Через 10 лет я себя вижу одноклассником. Да. Одноклассникам я бы хотел пожелать, чтобы они воплотили свои мечты в жизнь, чтобы они поступили туда, куда хотят, чтобы они завели семью, ну, жили счастливо. Ну и, конечно же, тоже удачи, потому что удача, как я и говорил, самое, мне кажется, важное. Все остальное можно получить своими руками. Через 10 лет я себя вижу в обсерватории, ну, как бы смотря в космос, ну, на что-то большое, что-то великое, именно космическое, что-то далекое. Потому что моя мечта, как я говорил, это космос. Я бы хотел что-нибудь новое открывать именно в научной сфере. Я бы хотел что-то новое изучать, постоянно учиться и только учиться. Поступаю на юридический факультет. Вообще мне бы хотелось стать психологом, но опомнилась я очень поздно. Уже нельзя было поменять экзамены. Но все равно в будущем я себя вижу сидящей в кресле, в пледе, слушающей, как люди рассказывают мне какие-то свои проблемы. Для меня школа — это нечто большее, чем просто учебное заведение. Это как второй дом, в котором тебя всегда ждут и всегда поддержат. Именно в школе я нашла друзей, которые останутся со мной навсегда, которые всегда могут прийти. Не могут, а всегда придут к тебе на помощь, всегда тебя поддержат. Что можно еще пожелать, кроме того, чтобы были все счастливы? Одноклассникам желаю, чтобы они устроили свою жизнь так, как они хотят, поступили туда, куда они хотят, чтобы они были счастливы, чтобы... Да, главное, чтобы они сдали экзамен. В школе пожелать то, чтобы она процветала, чтобы у нее были дальнейшие хорошие выпуски. Людмиле Тимофеевне, нашему классному руководителю, пожелать, чтобы она всегда оставалась такой же, какой она есть, всегда хорошей, доброй, понимающей, чтобы все у нее было хорошо. Не буду желать того, чтобы она оставалась дальше преподавать. Очень хотелось бы, я очень верю в то, что у меня будет семья, которая будет меня любить. Она и так есть, но чтобы у меня была своя семья. Чтобы я работала там, где... Чтобы у меня была работа, которая приносит мне удовольствие, чтобы мне нравилось там работать. В данный момент я заканчиваю 11 класс, готовлюсь к ЕГЭ и готовлюсь к соревнованиям. Я с 3 класса занимаюсь вольной борьбой, участвовал в многих соревнованиях, чемпионатах России, Дальнего Востока. Я планирую поступить на юридический факультет, если я сдам хорошо предметы обществознания истории. Ну, моя будущая профессия пока неизвестна точно, но я думаю, планирую с юридическим образованием. Пожелание друзьям и одноклассникам сдать хорошо ЕГЭ, поступить в высшее учебное заведение. А учителям желаю хорошего здоровья, чтобы у них были хорошие, умные ученики, и чтобы они еще долго работали и приносили знания нашим детям. Думаю, через 10 лет я буду уже такой успешный человек,
чего-то добившийся в жизни. Так, будет семья, дети. В этом году я заканчиваю школу. Заканчиваю я ее очень плохо. Ну, знаний мало у самого. Школа хорошая, честно. Да. В столовой очень вкусно кормят. Поступать я хочу, ну, по профессии энергетика. Мне нравится, как бы, работать с чертежами, вот, особенно электрические цепи, где схемы всякие. Через 10 лет я себя вижу, не знаю, каким-нибудь обычным работягой с семьей, надеюсь, любящей семьей. Да и не надеюсь, любящей семьей. В школе я хочу проживать, чтобы стало больше, учеников больше было, выпускников больше. Учителям, ну, таких учеников, как я, поменьше. Классный руководитель, я хочу пожелать здоровья, всех благ. В эту школу я пришел в 5 классе, и за эти 7 лет, конечно, в этой школе было много как плюсов, так и минусов. Меня все устраивало, и друзья, и обстановка, и учителя. Наш классный руководитель, Людмила Тимофеевна, очень хороший человек. Я желаю ей здоровья, и чтобы в жизни все у нее было хорошо. Она всегда нас поддерживала, всегда старалась, как сказать, старалась поддержать нас и обучить всем основам русского языка. Другие учителя тоже много сил прикладывали на нас. Я хочу поступить в Северо-Восточный федеральный университет и получить профессию эколога. Своим одноклассникам я желаю всего наилучшего, чтобы все у них в жизни получилось, чтобы были здоровы и счастливы, чтобы сдали экзамены. А через 10 лет, 28 лет, я, скорее всего, вижу себя, что у меня есть хорошая работа, возможно, и будет уже семья. Вот и пролетели 11 школьных лет, школьная пора. Грустно об этом понимать, конечно, но впереди еще вся жизнь. Впереди экзамены, подведение итогов. Ну, надеюсь, все готовы. Сам я рвусь, конечно, в Питер на правоохранительную специальность, либо на информационные технологии, ну, как, в общем, получится по результатам экзаменов. Может, вообще в Якутске останусь. Сам хочу пожелать учителям и одноклассникам хорошего здоровья, особенно учителям, так как они уже полжизни своей прожили, и им еще учить таких же назойливых ребят, как мы, ну, даже безбашенных. В общем, нужно побольше нервов им сберечь. Желаю, конечно, еще выпустить достаточно много классов. Одноклассникам желаю достичь своих целей. Всех, которые не желают. В общем-то, и так. Через 10 лет каждый, возможно, видит себя успешным человеком, но через 10 лет будет же 27-28 лет многим, но успешными людьми люди становятся в лет 35 либо 30, ну, кому как повезет. Я загадывать не буду, как я себя вижу, но думаю, все будет довольно-таки хорошо, все будет мне нравиться. Свою профессию вижу либо в экономической, либо в технике связи. Поступать собираюсь в Питер, надеюсь, что туда поступлю, по крайней мере. Каждый из нас надеется на что-то большее, то, что он достигнет чего-то в своей жизни. Счастливых моментов в школе у нас было достаточно много, но все они забываются почему-то. Больше запоминаются плохие почему-то. Это плохо.
А те веселые, которые мы запомнили, лучше никому не рассказывать. Школа у нас очень хорошая, 5-я школа. Я действительно рад, что сюда пошел именно. Действительно очень хорошая школа, хорошие учителя. Наш замечательный классный руководитель Людмила Тимофеевна. Мы ожидали, конечно, то, что мы к ней придем, нас вообще полностью расстрелят. Оказался самый лучший классный руководитель именно для нас. Своим одноклассникам хочу пожелать, чтобы в будущем они достигли своей цели, чтобы у них в жизни всегда все было хорошо. Если они хотят, чтобы у них была хорошая семья, чтобы они, если они хотят стать семьянинами, пусть у них будет прекрасная семья. Если они хотят быть работягами, пусть они действительно продвигаются по своей профессии, они будут лучшими из лучших. Успешной им сдачи и всего самого наилучшего. Через 10 лет я себя как-то особо не вижу. Просто можно понадеяться, что я не буду там с пузом ходить, таким большим, как обычно, уже мужчин тогда достаточно взрослых. Ну, точно не знаю, кем я буду через 10 лет. Я по профессии я однозначно не определился, как я сказал. Либо в одну сферу, либо в другую, абсолютно противоположную. Я хочу пожелать своим одноклассникам и учителям 5-й школы, то есть тем учителям, которые меня учили почти всю жизнь, чтобы у них было крепкое здоровье, это про учителей, и чтобы у них все удалось в будущем, это про одноклассников. В будущем я не знаю, кем я себя вижу, просто хочу найти свое место и заниматься тем, что мне будет нравиться. А может и не будет нравиться, но придется этим заниматься. Через 10 лет я себя вижу просто на своем месте. Может, я не пойду в институт поступать, может, пойду. Может, останусь здесь, в Якутске, может, уеду в другой город. Главное, не знаю, это семья скорее. Сейчас я занимаюсь сноубордингом и в будущем хочу добиться большего, ставить различные трюки. Сейчас у меня это получается, но так отчасти. Раньше я занимался хоккеем где-то до класса, наверное, 9-го, потом забросил, не знаю почему, просто школа, учеба, все сложно стало. Сейчас опять начал ходить. Недавно ездил в Нерюнгри, тоже на соревнования, которые были по хоккею у моего брата. В школе было много интересных случаев, но однозначных не было, потому что как-то все смешалось, и не можешь даже вспомнить, что было именно смешное. Много было, конечно, смешных, но не культурных таких случаев, как покупка водки, это не про меня, про одноклассников, приходит. Как-то раз у нас один одноклассник напился, потом один проблевался на поле, второй пошел к кабинету, в кабинет директора, там наблевал. У него вызвали родители, ему особо ничего не сделали, так мать накричала. У всех бывает, раньше тоже все этим, не все, конечно. Наши родители тоже были в различных ситуациях, может даже кто-то похуже, а может лучше. И вообще в жизни я хочу стать таможенником. Планирую пропускать польские яблочки за границей, потому что для меня эта профессия очень интересная, ответственная. Поможет стать мне более ответственной. Представляю свою работу как стою где-нибудь в офисе, проверяю товары, которые приходят из-за границы. На самом деле я просто буду сидеть в офисе и печатать какие-то бумаги. Вот такая будет моя профессия. Но она, по-моему, высокооплачиваемая, тоже неплохо. В своей школе я хочу пожелать, чтобы она процветала, чтобы Людмила Тимофеевна долго еще преподавала, хороший учитель. Своим одноклассникам я хочу пожелать, чтобы они сдали экзамен, нашли свой путь жизни, определились и стали теми, кем они хотят стать. Через 10 лет я себя вижу человек в форме таможенной. Даже не знаю. Есть же вот эти ребята, которые там около таможни стоят, курят. Я его себе так же представляю. Ну, я, может быть, тогда буду... Нет, я не буду курить. Просто представляю, как я просто в форме ухожу на перекур, потом обратно иду в свой офис работать, подписывать бумаги. Вот и все. Мой рабочий день. Я сюда перешла всего 2 года назад, и несмотря на это, здесь произошло много всего. Я здесь встретила друзей, и хочу им пожелать
хорошо сдать экзамены, поступить в вузы, в которые они хотят, встретить свою вторую половинку и завести семью. Огромное спасибо я хочу сказать Людмиле Тимофеевне, потому что она меня встретила очень тепло, советы давала. И хочу ей пожелать здоровья и крепких нервов. В будущем я себя вижу врачом-кардиохирургом. Эту профессию я выбрала, потому что я хочу помогать людям и лечить их. Также я вижу себя прекрасной мамой и любящей женой. Школа для меня – это источник знаний. Учителя здесь строгие, но фанаты своей работы. И этим привили нам любовь к знаниям. Школьная пора – это отличная подготовка к взрослой жизни. В свободное время от учебы я занимаюсь моделингом. Не так давно я снялась в клипе Сергея Шургина на песню «Цветы». Всем учителям я желаю хороших учеников, послушных, умных, а также здоровья, терпения. Своим одноклассникам я желаю сдать все экзамены, поступить в желаемый вуз, чтобы все шло по плану. Жизнь не так коротка, нужно рисковать. Я являюсь победительницей и участницей научно-практической конференции «Шаг в будущее», а также закончила с красным дипломом художественный лицей. Своим друзьям и одноклассникам пожелаю поступить в высшее учебное заведение, найти хорошую работу и никогда не сдаваться. Своей родной 5-й школе пожелаю процветания, благополучия и хороших выпускников. Также хочу выразить огромную благодарность своему классному руководителю Людмиле Тимофеевне, а также всем учителям, которые помогали нам получать знания. Я желаю поступить на экономиста по специальности государственное и муниципальное управление, и в будущем я буду работать на благо своей страны. Хочу поступить на факультет экономической безопасности и в дальнейшем работать на благо своей страны. Также являюсь 4-кратной чемпионкой Республики Саха-Якутия по волейболу и вхожу в состав Республики Саха-Якутия. Ну, если получится, также хочу в дальнейшем выступать за более престижные клубы своей страны и, если все получится, даже в какой-то степени выступать за свою страну. Одноклассникам хочу пожелать всего самого наилучшего, здоровья, чтобы все поступили, чтобы все были счастливы. Учителям, конечно, хочу пожелать здоровья крепкого, хороших выпускников и всего самого наилучшего. Что же такое школа? Ну, многие, наверное, скажут, что школа — это мой второй дом. Но школа для меня, наверное, это место работы. И то место, где я прихожу за поддержкой, за общением, потому что я человек общительный, и для меня, если у меня нет друзей, мне этого очень сильно не хватает. Но школа мне подарила прекрасных людей, которые всегда поддерживают, всегда могут помочь, всегда подбодрят, даже если у тебя плохое настроение, будь ты слишком зол, они на тебя не обидятся, если ты будешь, возможно, несколько груб. Наша школа — это то место, которое развивает нас личности. Почему? Потому что наш класс был как бы не самым лучшим с 1 класса. Такие более разбойники, что ли, как сказать, хулиганы были. Но с возрастом, конечно, все менялись. И все-таки, наверное, хорошо, что нас было так много, аж целых 38 или 39 человек. Каждый друг друга дополнял со временем. Менялись характеры, мировоззрение, взгляды на жизнь. И, конечно, мы боялись, когда переходили в 9 класс, что у нас будет новый классный руководитель. И мы думали, что попадем под пушечный расстрел. Но, как оказалось, это просто великолепный учитель, который помог нам действительно вырасти, помог нам стать взрослее, посмотреть на мир другими глазами, помог измениться. Все ребята, которые были такими более хулиганами, стали порядочными людьми, стали сдержанными более, могут правильно выражать свою речь. И
Наверное, хорошо, когда класс именно такой, когда все люди разные. И с помощью вот этого дополнения каждый находит себя, каждый вырастает интересным человеком, с которым будет интересно вести беседу. Будущее свое я как точно не вижу, но, скорее всего, я свою жизнь свяжу с творчеством, потому что мне это намного ближе. И хотелось бы, конечно, не потерять силу духа, свой характер, чтобы не быть слабым. Хочется, чтобы работа давала тебе удовольствие, чтобы ты шел туда с улыбкой до ушей, чтобы ты радовался каждому дню своему, чтобы была легкость. И даже если у кого-то будут какие-то сложные ситуации в жизни, проблемы, пусть они не будут так тяжело передаваться, и чтобы каждый шел свой легкий путь в жизни, свое счастье. Своим одноклассникам я хочу пожелать, чтобы они прежде всего оставались людьми честными, людьми, которые могут поддержать друг друга, которые верят в настоящую дружбу, любовь, обрели свою семью, и чтобы верили в счастье прежде всего, потому что счастье есть всегда, и просто мы его иногда не замечаем. В школе я бы хотела пожелать расширения, потому что детей в школе много, а школа не очень-то и вместительная. Ну и, конечно же, чтобы наша классная руководительница, дорогая Людмила Тимофеевна, была всегда здоровая, всегда на позитиве, чтобы никогда не отчаивалась, чтобы всегда у нее была моральная и физическая поддержка. И как бы то ни было, возможно, мы не будем общаться там все классом через 10 лет, но чтобы у каждого остались хорошие воспоминания друг о друге. Через 10 лет я себя вижу человеком, который не потерялся в своей жизни, который обрел хорошую семью. И без разницы, какое будет финансовое положение, главное, чтобы я не отчаивалась. Главное, чтобы верила в свои силы и продолжала свой жизненный путь с хорошим настроем. За эти 11 лет, что я провела в школе, школа стала для меня не только тем местом, где я могу получить знания, но и вторым домом, как ни банально это звучит. Здесь я нашла хороших друзей, с которыми у нас было очень много различных моментов, и грустных, и веселых. Мы поддерживали друг друга, помогали в решении различных задачек и жизненных трудностей. И я хотела бы им пожелать, чтобы они все хорошо сдали экзамены и поступили в желаемый институт. Я надеюсь, что даже после выпускного, как мы разойдемся из этой школы, мы будем видеться и встречаться с ними. Сейчас перед нами открываются много интересных перспектив, но я думаю, ничего бы этого не было без помощи наших любимых учителей, которым хочется пожелать здоровья, побольше умных и талантливых учеников. И отдельно хотелось бы сказать про нашего любимого классного руководителя Людмилу Тимофеевну. Она не только прекрасный педагог, но и отличный советчик. Если у тебя какие-то трудности, проблемы, ты можешь прийти к ней, она тебя поддержит и даст совет. И хотелось за это сказать спасибо. Мы вас очень-очень любим. В будущем я хочу оберегать и поддерживать общественный порядок. Я считаю, что такие профессии очень нужны обществу, и я смогу сделать жизнь своей страны лучше и легче. Будущую профессию связываю с юриспруденцией. Хочу поступить на юриста через 10 лет. Надеюсь, что я поступлю на юриста. Через 10 лет я вижу себя успешным, добившимся чего-то в жизни человеком. Но одноклассникам всем определиться уже, наконец, и поступить туда, куда они хотят. Учителям хотела бы пожелать здоровья, счастья, чтобы они занимались дальше своим делом, учили, давали знания, воспитали таких же, как мы, не хуже. Школа для меня — это светлые и радостные воспоминания. Это новые друзья, это вторая семья. Я поступаю на психолога, это моя мечта с 9 класса.
Психолог, по-моему, это очень хорошая профессия, это помогать людям. Ну, возможно, я еще хочу открыть свой ресторан, но это еще в мечтах. Я желаю своим одноклассникам здоровья, удачи, чтобы все у них сбывалось. Не нервничать, спокойствие. А учителям я хочу пожелать, конечно же, умных детей, здоровья очень крепкого. Я очень волнуюсь перед выпуском, так как это подведение итогов. Это покажет, насколько сильно я старалась за все эти годы, сколько знаний я усвоила. Также я знаю, что буду очень сильно тосковать по своему классу, несмотря на то, что у меня не всегда получалось быть в центре событий или завязать с кем-то крепкую дружбу. Я действительно буду скучать по всем этим ребятам. Мне доставляло настоящее удовольствие наблюдать за ними, чувствовать их эмоции, наблюдать за их поведением в классе. И просто сидеть и впитывать в себя окружающую обстановку. Какое-то время я хотела даже уйти из своей школы, но сейчас, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что я бы об очень многом пожалела, если бы на это решилась. Потому что время, проведенное в школе, было по-настоящему классным. Я не могу вспомнить какие-то особо смешные моменты, потому что все время, которое я провела с учителями, с одноклассниками, на уроках, на переменах, оно как-то слилось во что-то одно сплошное. И там были хорошие воспоминания и плохие, но они все мне, безусловно, дороги. Насчет того, что я буду делать после выпуска. Я собираюсь поступить в СВФУ, на архитектурный факультет, и иногда мне кажется, что это не я выбрала свою профессию, а профессия меня. То есть выбора у меня как бы не было. Но мне это даже нравится. Мое будущее несколько туманно. Я не могу сказать точно, какой я буду через 10 лет, потому что далеко идущие планы – это явно не мой профиль. Но я точно знаю, что, став архитектором, я, согласно своим силам, своим способностям, смогу сделать этот мир, этих людей немножко лучше, через места, в которых они живут, чтобы они чувствовали себя комфортно. Своим одноклассникам я бы хотела пожелать, чтобы они всегда и при любых обстоятельствах были верны сами себе, шли своим путем, который они выбрали. И хотела, чтобы они выросли по-настоящему хорошими людьми. Учителям я бы хотела пожелать крепкого здоровья и алмазных нервов, потому что дабы преподавать, это самое нужное, как я считаю. Моя мама преподаватель, и я точно знаю, что чувствуют учителя. И хотела, чтобы они выпустили еще достаточно хороших ребят. Заканчиваю 11 класс и поступаю на программиста. За 11 лет я узнал много нового. Особенно мне понравился предмет информатики. Свою профессию я решил связать с информационными технологиями и стать программистом. Также я люблю очень заниматься спортом. Часто хожу со своими друзьями в спортзал. Желаю также поступить остальным своим одноклассникам и желаю своим учителям всего самого наилучшего. Через 10 лет я уже вижу себя достаточно успешным и вижу себя на престижной профессии. В этом году я заканчиваю школу, и мне немного жаль уходить, потому что здесь очень много хороших учителей, друзей, сверстников, которые не один раз меня выручали, и я им очень за это благодарен. Я люблю заниматься общественной деятельностью, веду различные мероприятия, мне нравится это. Хочу от жизни стать, так скажем, знаменитым, что ли, чтобы люди нуждались в моей помощи, во мне в целом. Планирую поступать на юридический, возможно, стану адвокатом. Людмила Тимофеевна очень добрая женщина, и когда мне было трудно, она мне очень помогала. Также хочу поблагодарить
всех работников школы. Хочу поблагодарить своих одноклассников, которые были со мной, которые, опять же, поддерживали. Много очень хороших, веселых моментов провел я именно с ними. И я хочу пожелать им успехов в жизни, чтобы у них все, что они хотели, получилось. Я помню, как пришла в 1 класс и сразу подружилась со всеми ребятами и училась почти со всеми ими в течение 11 лет. Эти ребята стали мне родными. Мне очень грустно прощаться со школой. Грустно, что не будет больше наших посиделок, больше не будет шуточек на уроках, на переменах. Не будем после каждого 3-го урока бегать в столовую. Хочется пожелать учителям, чтобы они всегда оставались такими же добрыми, понимающими, отзывчивыми, чтобы всегда были здоровыми и счастливыми. Хочу пожелать школе, чтобы она с каждым годом становилась все лучше. Через 10 лет я заканчиваю 11 класс, я еще не знаю, кем я хочу стать, так что вообще без понятия. Вот уже осталось совсем немного до того момента, когда мы закончим школу, в которой я отдал 12 лет своей жизни. Конечно же, очень грустно ее покидать, потому что действительно здесь началась наша жизнь, наш путь в жизнь. Здесь мы приобрели наших первых друзей, здесь мы поняли, что такое дружба, обрели новые ценности, а наши учителя были ориентирами в жизнь, а уроки — те необходимые аспекты, которые нам нужно знать. Учителям бы хотелось пожелать, конечно, всего самого наилучшего, удачи, чтобы они не теряли желания также хорошо и всей душой преподавать свои предметы, а своим одноклассникам, чтобы они добились всего самого наилучшего, чтобы они добились всего, чего они хотят, отлично сдать экзамены и поступить в желаемые вузы. А я хотел бы стать историком, ученым, как раз поступая в СВФУ на исторический факультет. Это то, что я хотел бы связаться, свою жизнь, свою дальнейшую жизнь, свою карьеру, потому что я ей увлекаюсь с детства. И вот уже на протяжении нескольких лет я иду с ней в бок о бок. Да и сдаю я экзамен 15 июня, то есть свой день рождения. Это я уже вижу как знак судьбы, что история — это именно мое. Через 10 лет я себя вижу ученым-историком, который открывает новые факты о нашей истории. Ну, не только истории России, но и истории Якутии. Я хотел бы написать учебник истории Якутии, ну и также быть в соавторстве нового учебника, единого по истории России. Открывать новые факты в связи с последними событиями на Украине. Как вы сами знаете, искажается история, забывается подвиг и героизм. А я хотел бы стать тем человеком, кто будет говорить правду и не позволит людям искажать ее, потому что это все-таки наша история, и мы должны ее принять таковой, какая она есть. Я увлекаюсь спортзалом, культуризмом. В школе мне больше всего запомнились смешные моменты, но чаще они имели плохие последствия. Но это было очень смешно. Так, своим одноклассникам я желаю хорошо сдать ЕГЭ, поступить туда, куда они хотели, и иметь хорошее здоровье, быть успешными. Учителям я желаю хороших учеников и, конечно, здоровья. Через 10 лет, я думаю, я окончу вуз, уже буду работать, буду более-менее успешным, чего-то добьюсь, возможно. Дорогие мои школяры, скоро для вас прозвучит последний школьный звонок, который будет ознаменовать новый этап вашей жизни. Впереди вас ждет
действительно долгая, счастливая, наполненная какими-то удивительными событиями и открытиями жизни. Не всегда этот путь будет легок. Я от всей души желаю вам, чтобы вы в любой жизненной ситуации находили в себе силы преодолеть эти невзгоды и начать жить или строить свою жизнь заново. За эти годы, что вы учились в нашей школе, конечно, много было интересного, может быть, иногда смешного, иногда не очень смешного, но я думаю, что школа навсегда останется в вашем сердце, в вашей душе, потому что именно в школе вы научились, наверное, дружить, именно в школе, наверное, вы встретили свою первую любовь, именно в школе вы стали строить планы на будущее. Будущее такое прекрасное. Я желаю вам, чтобы оно было светлым, добрым. И хочу вам пожелать: ходите дорогами ясными, летайте высокими трассами, орбитой любви и привета. Пусть станет для вас вся планета. В добрый путь, мои журавлики!